Символовское телевидение. Виктор Михайлович, расскажите, как подготовка прошла, в принципе, к матчу с Арменией, ну, еще до тренировки, восстановились ли ребята? Мы вчера прилетели, вчера у нас тренировка была на Кипре, сегодня при препарате, мы смотрим мониторинг состояния игроков, для того, чтобы принять решение по поводу завтрашнего состава. А так, надеюсь, что наложить эмоции после победы всегда помогает более быстрому восстановлению. Как сейчас состояние Евгения Яблонского по травме в прошлом матче? Ждать ли его на поле или пока еще восстановления? Ну, Женя готов играть, поэтому вполне возможно привлечь. Ну, если там не раскрывается старт перед матчем, разумеется, что соперник многого не знал. Ну, ждать ли каких-то интересных перестановок, ротацию состава, это все-таки, ну, ребят молодых, может, еще выпустить каких-нибудь? Ну, как бы тут нечего больше ничего скрывать от соперника, мы просто мониторим состояние, исходя из того, что нам надо постараться дать сыграть всем игрокам, которые здесь находятся. И второй момент, ну, оценить состояние для того, чтобы правильно выставить стартовый состав и оценить замену. Поэтому неожиданности какие-то, наверное, завтра исключили, потому что состав тут понятен, который прилетел в этом составе, чтобы что-то взять. Спасибо. И если можно еще к Карену вопрос. В прошлом матче дискутировал, как вообще устраивает себе в национальной сборной на поле? Да, все супер, нравилось. Ну, чуть волнительный, конечно, момент был, но все равно очень радостно, дебют, очень счастлив. Ну и насколько быстро влился в коллектив, чувствовал себя на поле, ну, по химии с напарниками, хорошо все? Да, все хорошо, со всеми был знаком, со всеми хорошо общались. И химия точно работает. Отлично. Спасибо большое. Есть еще вопросы? Пожалуйста. Вопрос. Halit Zafaryan from Irish Media. Coach is two player and two head coach. So currently you are going to play in Armenia in the squad of Belarus. What do you think the reaction of the fans will be? You are Armenian, ethnic Armenian from Belarus, that's understandable. But what you expect from the fans? They will support you as an Armenian, or as you are playing against Armenia, you might have some whispering. This is to you. Я понимаю то, что для фанатов это, возможно, будет как-то, ну, какая-то противоречивая реакция, но я родился в Беларуси, как бы у меня менталитет белорусский, и традиции тоже так же. Как бы, я уважаю также армянские традиции, свои корни, но я считаю себя белорусским. Thank you. And coach, I would like to ask about the match which is coming, and Armenia is the next opponent, so you already practiced with Cyprus. Do you think that Armenia missing a match 2 days ago will not be fit enough to have like equal match with you? Thank you. Господин тренер, вопрос к вам. Как вы смотрите на ситуацию, связанную с тем, что сборная Армении не проводила первый свой матч в рамках международного окна? Мы проводили матч с Кипром. Считаете ли вы, что эта ситуация может повлиять на предстоящую игру? Ну, с одной стороны, наверное, меньше футболистов, которые вызваны в сборную Армении, сыграют, но с другой стороны, наверное, более свежий вариант состава может быть, наверное, по сравнению с нашим. Поэтому здесь двоякая ситуация абсолютно. И, наверное, исходя из того, что окно такое для сборной, что можно сыграть 2 матча, и этого матча, наверное, в первую очередь сборная Армении будет хватать. Есть еще вопросы? Добрый день, Елена Марьяна, Спорт.РА. Виктор Михайлович, вопрос к вам. Вы ранее работали с Георгием Спиртсяном, когда он, скажем так, делал свои первые шаги в профессиональном плане. И вот, на ваш взгляд, они сейчас находятся, и Георг Спиртсян, и Георгий Спиртсян, вот они сейчас находятся там, где должны быть на самом деле, исходя из их потенциала и их таланта. Ну, хорошо, что вы еще Тихнезяна вспомнили. Все-таки с Тихнезяном я еще больше проводил времени, чем со Спиртсяном.
И у меня отличные отношения как с одним, так и с другим игроком. Более того, я могу в какой-то мере, может, такой секрет раскрыть, что я как бы в силу своих возможностей многим тренерам от других ведущих каких-то клубов чемпионатов рекомендовал специально для того, чтобы он перешел в более сильный чемпионат. Ну, понятно, что он играет в очень хорошие команды, он воспитанник Краснодара, его все люди ценят, уважают, но мне бы очень хотелось, чтобы он повторил путь Мхитаряна, который очень богатая международная история, и вот по тем качествам, которые есть у спортсменов, наверное, что он может пройти по стану Мхитаряна. А что касается Наира, то тут человек, который прошел такой достаточно длинный путь со мной, и, знаете, вот, когда молодые игроки попадают в команду в уровне ЦСКА, то там есть какое-то время на то, чтобы они себя проявили. То есть там нельзя 5-6 лет держать. И вот, на мой взгляд, молодые футболисты, они 2 года вот, должны находиться между вторым составом и первым, и если уже растут, тогда их надо переводить в первую команду, вот что произошло с Наиром. То есть, за счет своего упорства, мастерства, такой скорости, левой ноги, он упорно так тренировался, то есть для того, чтобы выйти на какой-то уровень, и затем ЦСКА, Локомотив, и дальше уже, как вы задаете вопрос на своем реальном месте, я не знаю, потому что после Локомотива Цервена Звезда, я думаю, что достаточно тоже очень хорошо. Скажите еще, вот насколько вы считаете, насколько близки сборная Армении и сборная Беларуси к тому, чтобы в ближайшем будущем пробиться там чемпионат мира или чемпионат Европы, и насколько лично вы в это верите? Спасибо. Ну, вообще без веры, наверное, неправильно приступать к работе. Это первый момент. Второй момент, мы должны стучаться, сколько бы это ни было, там, и рано или поздно время должно быть. Вы точку Карена зачем взяли? Чтобы с меня нагрузку немножко убрать, все вопросы ему должны быть задрисованы. Правильно? Правильно. Кто-то еще вопросы? Если вопросов нет, тогда говорим, что открыт. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.